Дила Шаби, мы очень рады вас приветствовать. Добрый день. На нашей программе, и что вы нашли время пообщаться, ответить на наши вопросы. Еще раз большое спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за предоставленную возможность побеседовать с вами. Спасибо. И табук дайрадзак. Сергей Владимирович, когда я лично начал готовиться к этому интервью, естественно, что-то просмотрел, начал вспоминать. Всевышний меня не простит, если я не вспомню эту историю, связанную с вашим визитом в 1999 году. Тем более в этом году, в соответствии с указом президента Абхазии, объявлен год Владислава Ардзинба, и страна отмечает юбилей первого президента, национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба. И через призму той встречи, которая была, какие бы истории вы хотели бы вспомнить, а для нас история, связанная с первым президентом, очень ценна. Тем более еще хочу воспользоваться и поблагодарить вас и всех наших российских коллег, кто поддержал, очень солидно поддержали и осветили этот юбилей на российских телеканалах. И это нашему празднику придало еще дополнительные такие импульсы, эмоции. Все это очень прекрасно. Поэтому ваши истории, воспоминания Владислава Григорьевича Ардзинба. Спасибо, Руслан Карнович. Удивительно, что так быстро пролетело, да? 26 лет прошло. Вы знаете, во-первых, конечно, я очень горжусь тем, что была возможность лично быть знакомым и общаться с Владиславом Григорьевичем Ардзинба, потому что очень редко, когда в одном человеке может совмещаться столько, можно сказать, талантов, может быть, каких-то граней, потому что он выдающийся ученый с мировым именем, востоковед, с бесспорно мировым именем. И не случайно в год его 80-летия сейчас в Институте востоковедения была открыта мемориальная доска, и его там помнят, и его работы до сих пор являются очень актуальными. С другой стороны, талантливый военачальник, мудрый политик, государственный деятель. То есть огромное количество, казалось бы, не очень сочетающихся таких талантов или ролей. При этом, конечно, все общение с ним – это абсолютный патриот Абхазии. Он отдал свою жизнь Абхазии, он всегда жестко отстаивал интересы Абхазии, но при этом он был настоящим другом России и абсолютным сторонником такого стратегического братского партнерства между нашими странами. Поэтому, вы знаете, спасибо вам за добрые слова, но для нас дань уважения в России, дань уважения к Владиславу Григорьевичу была не жестом вежливости по отношению к Абхазии. Действительно, к Владиславу Григорьевичу в России относятся с большим уважением, и память его чтут, поэтому не случайно, что его юбилей, 80-летие, и центральные каналы показали действительно хорошие такие, добрые фильмы, которые напомнили всем о том, что это был за человек. А с точки зрения моих личных ощущений, знаете, две, наверное, особенности. Первое, он был человеком без второго дна. Совсем без второго дна. Да? Политика, она же, там много слоев, да? И ты привыкаешь к тому, что у человека, который в большой политике, надо искать второе дно, потом третье, потом четвертое. А Владислав Григорьевич, не было у него второго дна. Он мог быть жестким, он мог быть очень жестким, но он был очень открытым. То есть если он не согласен, он говорил, почему он не согласен. Если он занимал жесткую позицию, не надо было догадываться по косвенным признакам, почему и что ему не нравится. Он говорил, что ему не нравится, объяснял, почему. Интриги не было. Просто совсем не было интриги. А второе, тоже такое личное ощущение, он умел очень увлекать. Ты с ним разговариваешь, и ты незаметно, ты как-то уже в его эмоциях, ты уже... В орбите ты уже как-то и чувствуешь, что то, о чем он мечтает уже, и ты об этом мечтаешь. И мне кажется, что я понимаю
Почему это происходило? Ведь эмоции – это такая штука, которая от человека к человеку передается только методом заражения. Оно по-другому не работает. Да? Для того, чтобы передать мечту, надо мечтать. Для того, чтобы передать любовь, надо любить. Для того, чтобы передать чувство патриотизма к своей стране, надо быть по-настоящему патриотом. Чтобы передать веру, надо верить. Вот Владислав Григорьевич на самом деле умел и любить, и мечтать, и верить, и делал это так ярко, что заражал этим всех окружающих. Вот у меня это ощущение есть по сей день. Спасибо вам большое. Я вот, как его пресс-секретарь, вот когда я слышал вот такие слова, вот такой чистотой, эмоций и тому подобное, я еще раз убеждаюсь, вот с той творческой группой, с кем мы создавали этот фильм, это вот творческая группа Первого канала, наша творческая группа, даже не обсуждая, все были едины в названии фильма. «Жизнь – это Родина». Вот я сейчас вас слушаю, я понимаю, вот как мы были правы в названии, или «Свобода Абхазии – смысл моей жизни». Вот. Согласен. Спасибо вам большое. Сергей Владиленович, Россия существенно увеличивает финансирование и поддержку Абхазии. Многие думали, что это будет происходить до инаугурации президента, но мы на самом деле видим, что финансирование продолжается, и на самом деле оно увеличилось. Есть ли какой-то двоякий смысл у России, может какой-то скрытый смысл, вот разные мнения бытуют в Абхазии. В чем интерес России к Абхазии? Спасибо, Низа Александровна. Да, есть цели. И даже, признаюсь, есть скрытый смысл. Значит, цели сформулированы нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и у меня есть соответствующие его поручения на это. Нашей целью является достижение двух задач. Первое. Нам необходимо долгосрочное стратегическое партнерство и дружба с Абхазией и с абхазским народом. И очень хотелось бы, чтобы эта дружба и партнерство не зависели от результатов очередных выборов, а были просто фундаментально долгосрочными и стратегическими. А вторая наша цель, и тут, пожалуй, есть скрытый смысл, вторая наша цель в том, чтобы экономика Абхазии становилась максимально самодостаточной, чтобы экономика Абхазии обеспечивала необходимое количество рабочих мест для граждан Абхазии, чтобы она обеспечивала доходы, необходимые для выплаты социальных пособий, пенсий и социальной поддержки людей, чтобы она могла обеспечивать развитие инфраструктуры Абхазии, обеспечивать необходимые инвестиции в развитие Абхазии. В чем тут смысл? В том, что на самом деле только тогда страна будет устойчива и стабильна, а для России, конечно, это будет означать, что нам потребуется меньше средств выделять на субсидирование задач, которые сегодня не может покрыть сама экономика Абхазии. Но, знаете, мне кажется, что эти цели, они полностью совпадают. То есть эти цели России полностью совпадают с целями Абхазии. А приоритеты, давайте попробуем вместе поразмышлять. Вряд ли Абхазия когда-нибудь... У нас задача. Экономика Абхазии должна быть самодостаточной. Что это может быть? Я не знаю, как вы, я не вижу будущего, в котором в Абхазии развивается тяжелая промышленность. Вряд ли можно представить здесь металлургические комбинаты, станкостроительные заводы, все-таки уникальная природа, которую и нельзя испортить, и невозможно это производство здесь создать. Значит, что может быть локомотивами развития экономики Абхазии? Туризм и сельское хозяйство. Вот два приоритета. Если это туризм, с чего он должен начинаться? Первое, сюда надо иметь возможность приехать. Поэтому первый приоритет, и это приоритет всего, что мы сейчас делаем вместе с руководством Абхазии и те задачи, которые поставлены президентом России. Поэтому электричка, поэтому ремонт дорог, поэтому аэропорт и авиасообщение, поэтому комета,
ну и все, что связано с транспортной доступностью. Люди должны иметь возможность сюда приехать. Второе. Люди приедут тогда, когда есть комфортная среда и инфраструктура. Поэтому второй приоритет – вложение в инфраструктуру. Поэтому благоустройство, поэтому парки, поэтому набережная Диоскуров, поэтому поддержка развития кемпингов, гостиниц, ресторанов, такие проекты, как «Гостеприимная Абхазия», когда люди сами создают проекты, показывающие, ну, потому что лучше, чем жители Абхазии, никто не сможет показать Абхазию. Третье. Люди едут не только за тем, чтобы полежать у моря на пляже, хотя море, конечно, в Абхазии удивительно, такого больше нигде нет, да, но люди едут за эмоцией. Мы начинали сейчас с эмоций, да, поэтому третий приоритет – это такие проекты, как вот мы вчера были на фестивале Фихуа, а до этого гастрономический фестиваль. И это не баловство, это такие якоря, которые должны вытягивать сюда людей. Да? Поэтому такие проекты, как «Народная сцена», который вчера стартовал, поэтому музей, поэтому картинная галерея, в которой мы находимся, поэтому такие вот мы сюда приехали из музея Нестора Аполлоныча Лакоба, в котором здание есть, а экспозиции нет, но это же фигура мирового масштаба, которая интересна. И поэтому мы сейчас договорились о том, что мы вместе в течение года, то есть к началу осени следующего года, создадим там современную уникальную экспозицию. Четвертое. Об этом всем люди должны узнать. То есть хорошо, можно приехать, есть инфраструктура, есть впечатления и эмоции, кстати, с точки зрения тех же эмоций, поэтому Абхазский рубеж. Вот мы только что заезжали, где там мальчишки разных и девчонки разного возраста, от 14 до 50 и 60, которые соревнуются. Но все это есть, но люди должны об этом узнать. Поэтому одним из приоритетов это помощь, поддержка и обучение журналистов, блогеров, поддержка средств массовой информации и, кстати, поддержка кино. Потому что, знаете, я сам с удивлением обнаружил, что на самом деле в российском кино Абхазии очень много. Только она не Абхазия. Здесь снимают Латинскую Америку, здесь снимают Юго-Восточную Азию, здесь могут снимать южное побережье Франции или Италии. То есть картины Абхазии есть, но это не Абхазия. А должна быть Абхазия. Да, Абхазия об Абхазии, но не об Абхазии. Ну, конечно, да. И просто используют как натуру для съемок всего остального мира. Ну, как уникальный павильон под открытым небом. Но это же неправильно. Да? Это же тоже способ привлечения туристов. Поэтому у нас сейчас Институт развития интернета уже финансирует 2 сериала, сценарии которых сделали местные абхазы, которые написали интересные, талантливые сценарии. На следующий год начинается съемка 2 сериалов, которые будут сниматься в Абхазии и про Абхазию. Да? Это вот первый приоритет. Туризм, про сельское хозяйство я тоже сказал, поэтому все, что связано, и российские кредиты сегодня идут на предприятия по сельхозпереработке, нужна глубокая переработка, нужна система, позволяющая быстро и достаточно эффективно довести сельхозпродукцию до российского рынка. Есть очень хороший проект сейчас у правительства Абхазии, такой координационный центр в сельском хозяйстве, мы его поддерживаем, потому что мы с чем столкнулись? Начали помогать абхазским производителям сельскохозяйственной продукции попасть на полки наших супермаркетов. Где проблема? Производитель выращивает у себя на участке мандарины, он говорит: смотрите, мои абхазские мандарины точно лучше всех остальных, намного лучше турецких, это правда. А руководство сетевого магазина говорит: да, они лучше, но только у тебя в ящике один вот такой, а второй вот такой. Так вот эти еще вкуснее. Он говорит: может быть и вкуснее, но мне, чтобы продавать в сетевом магазине, мне надо, чтобы в ящике они были одинакового размера. И мне не надо 5 тонн сейчас, мне надо 500 килограмм, каждый понедельник, но на протяжении полугода. Ни один сельхозпроизводитель в одиночку этого сделать не может. А если будет создан координационный центр, который будет пересобирать это соответствующее тару, соответствующего размера, и тогда уже будет иметь возможность заключать договора с сетевыми магазинами, минуя целую цепочку посредников. Потому что понятно же, что сегодня у нас, если сравнить
за какую цену мандарин покупают на участке у того, кто трудился, его растил, по какой цене я потом куплю его на полке московского магазина, да, в середине дистанция огромного размера. Да? Да, там Ну, конечно, если бы она пришла к производителю, была бы другая жизнь. Поэтому второй приоритет вот в экономике – это сельское хозяйство. Ну, а это экономика. Вторая задача и приоритет для нас – это, конечно, дети и молодежь. Ну, мы же про будущее. Поэтому, конечно, дети и молодежь. Поэтому не случайно по поручению президента наше сотрудничество начиналось с таких проектов, как диспансеризация детей. Больше 20 тысяч детей прошли осмотр совместно российскими и абхазскими врачами. Кстати, слава богу, у многих из них были на ранней стадии пойманы какие-то вещи, которые по здоровью, которые, если упустить, потом могли обернуться тяжелыми последствиями. Поэтому детская больница в Сухуме. Поэтому поддержка школ, школьные автобусы, компьютерные классы, компьютерные доски. Поэтому поддержка учителей русского и абхазского языка. Поэтому поддержка и оплата работы и обучения советников по воспитанию. Ну, поэтому такие программы вот мы сегодня с Бадр Зурабовичем открывали в Абхазском университете представительство Всемирного фестиваля молодежи и студентов. У нас в 2024 году впервые делегация абхазской молодежи была в Сириусе на фестивале, а на следующий год у нас снова будет Всемирный фестиваль молодежи, и мы хотим уже, чтобы не только абхазская молодежь приехала на него в Россию, но и чтобы ребята из разных стран могли приехать сюда, в Абхазию. Да? Поэтому, ну, вот такие приоритеты. Вы упомянули об открытии аэропорта, возобновлении железнодорожного сообщения и так далее. Это все сказывается на турпотоке, да, все правильно, но готова ли Абхазия выдержать такое большое количество туристов? И вообще в Абхазии, опять же, я говорю о том, что бытует мнение, что скоро наши пляжи превратятся в бетоны. Как вы прокомментируете это? Я слышал это. Да, часто сравнивают Сочи. Вот Сочи закатали в бетон и в асфальт, сейчас Абхазию закатают в бетон и в асфальт. Ну, знаете, в советские годы я разные цифры встречал, да, значит, но цифры колеблются где-то от 3 миллионов. Минимальная оценка количества туристов, которые приезжали в Абхазию в советские годы, 3 миллиона. Максимальная, которая мне попадалась, 4 миллиона 900 тысяч. Сейчас, ну вот на 1 декабря, значит, правительство Абхазии мне сказало, что получается 1 640 000. То есть в этом смысле у нас запас еще с вами колоссальный просто. Да, ну и согласитесь, вот когда эти 3-5 миллионов были, но не вытоптали они природу Абхазии, не закатали в асфальт и в бетон пляжи. Ну, честно говоря, это время моего детства, да, и я возьмусь сказать, что это, наверное, золотое время Абхазии, когда это было, ну, не просто всесоюзный курорт, а элитный всесоюзный курорт. В Абхазию ехали писатели, художники, музыканты. Это был отдых в Абхазии, это такой, да, это вам не Сочи. Да, ну, это так, да? Эксклюзивно. Ну, абсолютно, да, конечно, абсолютно. И ценился он именно тем, что здесь не в бетоне и не в асфальте, да, а тем, что у тебя там эвкалиптовая роща выходит к пляжу, и моря такого, значит, больше нигде нету. Поэтому мне кажется, что запас довольно большой. Да, это все надо делать умно. Ну, конечно, это не нужны гигантские отели. Да, значит, но смотрите, мне кажется, проблема у нас, ну, честно говорим, да, мне кажется, проблема в другом. Проблема не в том, как защититься от толпы туристов, которые сюда сейчас прибегут. Проблема в том, как сделать так, чтобы они сюда захотели приехать. Да, потому что, смотрите, сегодня отдых в Абхазии – это, во-первых, только пляжный отдых в основном. Да, то есть люди едут сюда на пляж. Второе – это отдых а значит, если это пляжный отдых, это значит 4 месяца в году. Ну и вся республика живет тем, что за 4 месяца надо заработать так, чтобы потом хватило на 8 месяцев продержаться до следующего года. Второе – этот отдых сконцентрирован только в Западной Абхазии. Ну, потому что до открытия аэропорта, до Гагры я доеду, до Пицунды я доеду, ну, может быть, до Гудауты, может быть, один раз в отдых я заеду в Сухум, ну, просто по набережной прогуляться, узнать, что такое столица. Все, дальше не поедет человек в Чамчур, не поедет он в Кварчал, значит, а там же, ну, невероятная природа.
ну, на мой взгляд, Восточная Абхазия, ну, точно, значит, ничем не уступает Может западной, да? конкурировать Да, достаточно ну, 100% высоко, может да, конкурировать, да. 100% может конкурировать. А второе, ну, есть удивительные горы, то есть на самом деле туризм в Абхазии не должен быть на прибрежной полосе. Ну и тогда задачка, надо сделать так, чтобы он был круглогодичным. Да? Нужно сделать так, чтобы он был по всей территории Абхазии. И это огромная работа. Поэтому для того, чтобы количество туристов здесь вышло на тот уровень, когда надо будет задумываться руководству Абхазии, не пора ли их ограничивать, нам еще огромное количество работы предстоит. Но что радует? Радует, что, вы знаете, целый ряд таких проектов начинает появляться. Вот мы вчера были в Мокве, значит, и там туристический маршрут, который как раз про проекту «Гостеприимная Абхазия», значит, меня невероятно порадовало, знаете, ну, во-первых, порадовало то, что люди не просто каждый свой проект принес, а они из него сложили маршрут. 35-километровый маршрут, значит, на котором есть все. Есть и кафешки, есть и пещеры, есть и возможности на велосипедах и на квадроциклах, есть возможности походить пешком, есть возможность зайти на буйволинную ферму, есть возможность сходить в баню. Они сложились, собрались и сложили маршрут. А второе, знаете, надо было видеть их лица и глаза, когда они вчера об этом рассказывали. Там такая гордость. Потому что он рассказывает про свое родное село, он рассказывает про место, где он вырос. Да, и вот чем больше таких проектов будет появляться, именно поэтому мы осознанно направили средства и российской поддержки вместе с руководством Абхазии на как раз вот старт вот таких проектов, потому что они как раз и будут позволять, так же как и фестивали, вот, о котором вспоминали, да, значит, ну, они дают повод для того, чтобы люди приезжали сюда, потому что аэропорт готов. Аэропорт мы вчера проходили, все, готов новый терминал, значит, он может принимать круглогодично, но у людей должно быть понимание, что в Абхазию стоит ехать не только летом и не только на пляж. И пока у нас есть время еще подготовиться к конкуренции. И вы правы, и даже более того, спасибо, вот вы важную вещь напомнили, не просто есть время, а знаете, я, честно говоря, считаю, что, пусть не обидятся на меня ваши соседи в российских регионах южных, для Абхазии сейчас есть уникальное окно возможного. Ну, потому что пока идет война, у нас ограничен Крым по понятным причинам, есть ограничения в Краснодарском крае, плюс там мазут и экологические проблемы, с которыми точно справимся, но это займет время в Анапе. То есть, на мой взгляд, в Абхазии открывается совершенно уникальное окно возможного, и ну прям будет очень обидно его упустить. Это мое мнение. Спасибо. Вот из такой реальной нашей повседневной жизни вот к такому обзору хочу перейти, даже если взять период до признания и особенно после признания. Потом вот основные базовые документы, на основании которых наши страны ведут сотрудничество, базовый договор 2014 года, который предусматривает абсолютно все важные направления: безопасность, оборона, содействие социально-экономическому развитию страны, гуманитарные вопросы. То есть у нас все прописано, и даже история создания этого документа, какая была такая дискуссия, демонстрирует вот сотрудничество большой и малой страны. И в этой части вот наша история, российско-абхазская история, это вообще должно быть хорошим как бы материалом для исследования, как нужно сотрудничать. Но когда возникают недопонимания, какие-то разные точки зрения, то и подобное, насколько часто они возникают, как это дипломаты, политики, как они их разрешают. Есть же вещи, которые мы не видим, журналисты не видим, есть что в рабочем порядке. И насколько вот этот базовый документ, который очень серьезный, на мой взгляд, он наполнен. И стороны, особенно и абхазская сторона, и российская, они по ним идут так концептуально, эффективно работают. Ну, смотрите, точно идем по этому пути. Вот 100% идем, и результаты видны. Ну вот только за этот год, да, с весны этого года,
мы же, помните, начинали с того, что одна из задач, ну, приоритетных задач для России и для Абхазии – это повышение самообеспеченности и самодостаточности экономики. Да? У нас в Абхазии рост доходов 28%. Это очень большой рост меньше, чем за год. Значит, при этом больше, чем на миллиард выросли собираемость налогов, то есть наполнение бюджета, и больше, чем на 250 миллионов собираемость таможенных платежей. Ну, и, кстати, товары пошли больше. Уже понятно, что при том, что урожай примерно сопоставимый, объем сельскохозяйственной продукции, который в этом году попадет в Россию, ощутимо больше. И здесь, ну, на мой взгляд, и большая работа она точно не закончена, там еще море всего делать по таможне и по границе, но точно, ну, есть прям ощутимые изменения. Туристический сезон, мы только что с вами говорили, значит, в прошлом году Абхазию, по данным Министерства туризма Абхазии, посетило примерно 1 380 000, вот на 1 декабря уже 1 640 000. Да, сезон плохо начинался, помните, плохая погода, июнь до середины июля сезон был плохой, но, в общем, хороший август, сентябрь и даже кусочек октября, да, до сих пор, да. И даже ноябрь, я бы сказала. Да, вчера, последний день ноября, был просто невероятный. Да? Значит, он позволяет, да, и все-таки, ну, причем, смотрите, что важно, в Краснодарском крае количество туристов в 2025 году меньше, чем в 2024. То есть, ну, война, значит, сложности логистические, поэтому на самом деле сравниваться надо не просто с прошлым годом, сравниваться надо со средним. То есть в целом на Черноморском побережье количество туристов было меньше. Значит, это означает, что поскольку Абхазия выросла, то в сравнении с другими она выросла еще серьезнее. Но уже сейчас надо готовиться к новому туристическому сезону, потому что это вот прям окно возможного, на мой взгляд. Очень важный вопрос – энергетика. Ну, потому что вот этот позор, когда… Что мы пережили. Ну да, знаете, я как-то говорил, меня поразил, значит, я в феврале месяце, когда летел в Абхазию, я летел из Донбасса. Значит, из Донецка, и со мной летел заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авизба, который в самолете рассказал, он просто так рассказал, а меня это вот прям зацепило ужасно. Он рассказал, что он в багаже везет, значит, маленькую печку, значит, которую везет маме, которая живет в центре Сухума. И, знаете, я задумался, что он в Донецке, который находится под обстрелами, где есть тепло и свет, покупает в магазине, значит, печку и везет в Сухум, в котором 30 лет мира, значит, для того, чтобы мама в городской квартире могла эту печку, трубу выставить в окно и отапливать свою квартиру зимой. Но это позор, да? Для всех нас позор. Да? Значит, вот, чтобы этого не произошло, я считаю, что большая работа еще предстоит. Мы проводили сегодня с утра с Бадр Зурабовичем, с командой правительства Абхазии совещание по энергетике, но я вижу динамику. Да, положительная я вижу динамика наблюдается. Да, я вижу динамику, потому что, ну, во-первых, ремонт сетей, установка счетчиков контроля. Ну, потому что до той поры, пока кто-то будет позволять себе не платить, за это будут платить старики и многодетные семьи, которые зимой будут… Добросовестные плательщики, скажем. Которые потом будут попадать на отключение, да, но это невозможно. А вот я с энергетикой местными говорил, они с ужасом сказали, что они сейчас, когда начали наводить порядок, выяснили, что есть даже не физические лица, а есть юридические лица, которые не платили никогда. То есть им, когда стали говорить, что надо заплатить, они говорят, а что это? То есть они за 30 лет независимости Абхазии ни разу не платили за электроэнергию, хотя всегда ее получали, имея магазинчик или кафе. Ну, это невозможно. Долг составляет 7 миллиардов, это же… Да, поэтому, но я вижу существенную динамику, которая, ну, вряд ли можно сказать, что проблем больше нет. Это, ну, потому что когда недособирали платежи, самое страшное даже не долг, Денис Александровна, самое страшное, что у энергетиков нет другого пути, у них они недофинансируют ремонт сетей. Ну, нельзя не заплатить заработную плату, нельзя не заплатить за электроэнергию. За что можно не заплатить? Можно не ремонтировать сети. Ну, какое-то время можно, а потом они начинают сыпаться. Потому что значительная часть… Вот сейчас в Абхазии уже нет отключений, которые были бы связаны с тем, что не хватает электроэнергии.
они связаны с авариями на устаревших сетях. Это огромный объем работы, но я вижу прямо динамику и, честно говоря, считаю, что это прям огромная работа, потому что уровень собираемости был 37%. Сейчас по итогам ноября 58%. Да. То есть это 20%. Ну, я когда-то работал министром энергетики в России, я понимаю, что это такое. Да? Там каждый процент дается просто титаническим трудом, поэтому это крайне важная история. Стало лучше взаимодействие на уровне министерств и ведомств, потому что, мне кажется, что эффективно это должно работать тогда, когда Министерство энергетики работает с Министерством энергетики, Министерство здравоохранения с Министерством здравоохранения. И не ходят они к председателю правительства, не ходят они к президенту, а решают задачи на горизонтальном уровне. Есть чем еще заниматься, не везде это так, прямо скажем, да? Где-то это уже так работает. Очень хорошо сейчас сотрудничают Министерство здравоохранения, очень хорошо сотрудничают Министерство просвещения и образования, но это вот прям видно. Да? Но Министерство энергетики вроде бы так выстроили. Вот по сегодняшнему совещанию я сегодня первый раз более-менее удовлетворен, что все-таки я понимаю, что они говорят на одном языке, я понимаю, что они не ждали от одного совещания у нас с президентом Абхазии до другого совещания, а явно по дороге между этими совещаниями все-таки прошли определенный путь, и это здорово, потому что ответ на ваш вопрос, а что делать, когда возникают разногласия, разговаривать. Знаете, вот мой опыт за эти полгода говорит о том, что в 99% случаев, когда возникали разногласия, это означает, что мы просто не удосужились послушать друг друга. Потому что как только мы нашли возможность поговорить и понять, что имеет в виду партнер, а партнер понял, что имеем в виду мы, выяснилось, что разногласий нет. Мы просто разными словами, знаете, у меня иногда такая возникает мысль, что все искусство управления часто заключается в переводе с русского на русский, потому что мы не умеем слушать друг друга. Да, это вот. А что радует еще в этой работе? Меня очень радует огромное количество идей и предложений, которые есть у людей. Вот я рассказывал, да, вчера, значит, вот этот маршрут в Мокве, который на меня произвел огромное впечатление, да, проекты участников гостеприимной Абхазии, проекты команды Абхазии. Вот этот вот абхазский рубеж, он же родился всего полгода назад, как идея одного из участников конкурса команды Абхазии, да, а сегодня там 1000 мальчишек и девчонок. Значит, сейчас директор 6-й школы подходила к Бадыш Зурабовичу с просьбой, что надо поставить, значит, пост ГАИ, потому что все школьники у нее из школы на каждой перемене перебегают дорогу, значит, и бегут на этот абхазский рубеж заниматься. Кстати, первые места, сейчас вот мы уезжали, не знаю, чем закончилось, но на момент, пока мы там были, первые места держали ученики 6-й школы. Да? Значит, не зря они на переменке туда бегают. Делом заняты. Поэтому вот таких проектов огромное количество. Люди активно включаются. На меня до сих пор очень большое впечатление произвело, когда я увидел, как бизнес в Гудауте, собравшись, сделали километр набережной. Значит, мы просто молодцы, да? Просто молодцы. Да, там и администрация района помогала, но все-таки люди скинулись, там кто-то дал бетон, кто-то дал трактор. Вот так, в 2003 году перед десятилетним юбилеем нашей победы Сухумскую набережную отремонтировали, а потом почему-то люди забыли о частной такой инициативе. Да, и вы знаете, вот здесь, если говорить о том, что я сказал, что радует, а что огорчает, знаете, вот та же Сухумская набережная, у нас же сейчас очень хорошая работа пошла с регионами-побратимами, да, очень хорошая работа, и, кстати, она связана не только там с запуском парков. Вчера стартовала в новом районе шикарный бульвар, который сделал Нижний Новгород с фонтанами. Значит, детские площадки. Меня очень радует, что очень хороший пошел обмен. Дети ездят друг к другу в гости, да, это вот, наверное, самое важное, да. Значит, регионы вкладываются, вот практически вся Сухумская набережная, она сегодня распределена между российскими регионами, которые запустили большой объем работы. Что огорчает? Огорчает то, что я там почти не вижу
абхазских бизнесменов. Ну вот у нас один кусочек Да, набережной. эта тема была, но, к сожалению... Да. Один кусочек набережной взяли уважаемые бизнесмены, ну вообще говоря, российские бизнесмены абхазского происхождения, спасибо им за это, взяли кусочек набережной, да, но вот, ну, откровенно говоря, регионы-партнеры, значит, ну, для них это вопрос, потому что они говорят, ну слушайте, ну хорошо, вот у нас разговаривали с коллегами из Башкирии, которые говорят, ну нас попросили взять еще кусок набережной, хорошо, мы возьмем, но мы, говорит, не понимаем, когда нам туда в смету положили еще и лавочки, значит, и вазоны с цветами. Вот что прям... То есть это потребительская психология начинает как-то... Ну да, знаете, мы понимаем, что в Абхазии сегодня не так много очень богатых людей, которые могут сказать, беру километр набережной, или там даже беру 100 метров набережной. Но неужели нет людей, которые могут лавочку купить? В 2000 году вот с такой идеей Владислав Григорьевич обращался к абхазским бизнесменам. И один такой проект был запущен, но дальше этот процесс, к большому сожалению, не пошел. Это вот один из таких вопросов, то, что нужно абхазскому обществу обсуждать. Если честно, да, я с вами согласен. Знаете, да? я тут, ну уж простите, понятно, что как госчиновник российский я не Нет, должен этого в данном говорить. случае, как вы сухумчанин Вот, сейчас как, рассуждаете. да, ну как сухумчанин не могу не сказать, да, потому что вот даже ну, вот эти фантастические эвкалипты на набережной Диоскуров, да, но вот специально я попросил губернатора Нижегородской области, они несколько эвкалиптов подсветили. Ну и мы и с мэрией города поговорили, что, слушай, ну теперь ну, возьмите, вот есть исполнитель, показали, как это, ну красиво же, ну красиво, да, все ходят, восхищаются, да, значит, я говорю, ну давайте дальше, ну каждый возьмет там рядом со своим кафе там пальму или там эвкалипт. Тишина. В итоге договорились, я попросил Антона Алиханова, министра промышленности России, который тоже уроженец Сухума. Он взял один эвкалипт, там, я взял один эвкалипт. Глеб Сергеевич Никитин, губернатор Нижегородской области, хотя он совсем не сухумчанин, да, взял один эвкалипт. Ну вот, честно говоря, ждем, значит, что дальше будет происходить, да, потому что ну, вот это, мне кажется, вопрос даже не в деньгах, вопрос, знаете, скорее в том, что ну, никто не может любить Абхазию больше, чем сами абхазы. Это невозможно. Спасибо. Да, Может быть, мы достаточно поговорили об экономике, перейдем в нашу жизнь. Даже в самой идеальной семье появляются проблемы. И хорошо, что мы это не скрываем, мы их обсуждаем и с целью их разрешения. Если мы их будем как бы в советское время прятать, делать вид, что их нет, то у нас возникают проблемы. И даже вот на форуме в университете Олег Алексеевич, выступая «Времена героев», говорил об этом. Это тезис, который во время выборов у нас появился, такое антироссийское настроение в Абхазии. И, к большому сожалению, на мой взгляд, я могу ошибаться, эта тема по сей день присутствует в разных, особенно анонимных телеграм-каналах, как бы и в государственных, и в обществе. Оно как-то не получило обсуждения, это правда или вымысел, и что с этим делать. Если это правда, естественно, нам надо всем работать, упаси Бог, и это меня задевает. Но если этого нет, и этот ярлык как-то ко мне кто-то хочет повесить, меня это оскорбляет. То вот ваше восприятие, ваша оценка, насколько это все соответствует действительности, есть над чем работать, или Да, это понимаю. вымысел? Ну вот, если позволите, Руслан Николаевич, первое, мне кажется, про Абхазию вообще нельзя судить по телеграм-каналам. Это, Ну, они это давят на нас. На маленькое это общество, Понимаю. очень организовано даже, я могу Ну, сказать. иногда формирует общественное мнение, понимаю. конечно. Вы знаете, что да. меня, скажу Здесь, честно, что меня да, удивило. я потом хочу эту тему тоже отдельно. Да. Что меня удивило, я же, честно говоря, тоже после первого приезда, там, после первого, второго, я взял и попробовал подписаться на 5-6 абхазских телеграм-каналов в надежде, что я буду узнавать, что происходит на моей родине. Честно, исплевался. Потому что, ну, ничего, кроме поливания грязью, значит, ну, простите меня, такая банка со скорпионами, да, значит, я удалил все.
Значит, ну, невозможно, я не могу это читать. Да? Значит, поэтому, ну, скорее, все-таки для меня судить о том, что существует в абхазском обществе, надо не по телеграм-каналам. Но, смотрите, вопрос, который вы задали, да, он такой, он действительно непростой, потому что он и в Абхазии обсуждается, и в России он обсуждается. Могу попробовать дать свой ответ. Я считаю, что никаких антироссийских настроений в абхазском обществе нет. Ну, если настроение, это какое-то преобладающее мнение хотя бы у значимой части населения. Могут быть отдельные люди, которые не любят Россию. Ну, наверняка такие есть, единичные. Но они и в России есть. Это нормально. Да? Настроения антироссийских нет. А вот высказывания антироссийские есть. Да? И они вылетают и в каналах, они вылетают и в публичных дискуссиях. И честно вам скажу, я вот на протяжении этого полугода, когда благодаря поручению президента у меня появилась возможность чаще бывать на родине и заниматься помощью в развитии и взаимодействии, я об этом думал. Я вам скажу, к какому ответу я пришел. У меня ответ такой. Эти высказывания появляются по двум причинам. Первая причина – экономическая. Люди могут очень хорошо относиться к России, но их экономическим интересам мешает расширение сотрудничества и партнерства с Россией. Ну вот мы сейчас про электроэнергию говорили, понятно. Программа сотрудничества России и Абхазии в электроэнергетике предполагает ремонт сетей, установление приборов учета, повышение собираемости. Очень много что по этому поводу сделано. Сотни миллионов рублей, значит, стали поступать, значит, в экономику и в бюджет. Но они же кому-то раньше в карман попадали, ну без чудес же, да? Они же лежали в чьем-то кармане, да? Люди, которые зарабатывали, ну и по-честному продолжают зарабатывать на майнинге, да? Ну, вы точно, и те, кто нас слушает, лучше знаете, кто это. Но, честно скажу, за полгода даже я уже некоторые фамилии могу называть, да? А вы явно знаете больше, да? Их радует это сотрудничество между Россией и Абхазией? Не думаю. Да, не думаю. Поэтому, ну, не знаю, там сталкивался с историей, что, ну, конечно, когда запустили электричку, и сегодня Россия датирует билет на электричку, и она стоит 300 рублей, взять несколько тысяч за поездку из Адлера до Сухума, уже ты на такси столько не заработаешь. Ну, потому что появился альтернативный маршрут. Кому-то это не нравится? Ну, наверное, кому-то не нравится. На 258 миллионов за полгода увеличился сбор таможенных платежей в Абхазии за счет того, что там, ну, кого-то сняли с работы, по кому-то возбудили уголовное дело, да, там еще много работы. Но эти 250 миллионов когда-то ложились кому-то в карман, ну, это же очевидно. Да? Поэтому первый ответ, мне кажется, эти антироссийские высказывания иногда появляются не потому, что люди плохо относятся к России, а потому что расширение сотрудничества России и Абхазии бьет по их, ну, извините меня, шкурным карманным интересам. И вторая причина сложнее, и с ней тяжелее работать. Вторая причина политическая. Вот, ну, поправьте меня, это мое личное мнение. Да? Значит, мне кажется, что в Абхазии, в политике Абхазии есть всего две фундаментальные глубинные идеи, которые затрагивают, ну, почти все общество. Первая идея – это идея, связанная с тем, что долгосрочный суверенитет, стабильность, безопасность Абхазии возможна только в партнерстве с Россией. Это понятная фундаментальная идея, которая поддерживает практически все общество. Ну и это правда. Да? Значит, а вторая идея связана со страхом, связанным с тем, что чрезмерное объятие с Россией может привести к тому, что Россия проглотит. Ну, да? Правда тоже, да? Значит, ну и, конечно, я понимаю, что с учетом истории основания для этого тоже существуют. Да? Тоже существуют. А дальше все, и никакой третьей глобальной идеологической концепции или такой программы, подхода не существует. А дальше происходит очень такая штука, вроде бы простая, но с тяжелыми последствиями. Как только среди двух конкурирующих политических сил одна начинает работать на первую идею, вторая неизбежно начинает апеллировать ко второй. И не
из-за того, что они плохо относятся к России, а просто потому, что это единственный способ для того, чтобы привлечь для борьбы за политическую власть значимое мнение людей, да? То есть зацепить что-то глубинно цепляющее людей. Да? Что в результате происходит? Обратите внимание, да, не хочу никого обидеть, и поэтому никакие имена не называю, да, но согласитесь, что когда власть и оппозиция меняются местами, все происходит то же самое. Да? По-честному. Да? Значит, часть людей, которые сегодня упрекают власть в том, что чрезмерно расширяя сотрудничество с Россией, они ставят под риск национальные интересы, чтобы не сказать, предают национальные интересы, потому что сейчас Россия захватит. Некоторое время назад, всего-то в 2014 году, были носителями необходимости расширять стратегическое партнерство. И подписывали это договор. И подписывали соглашение. А часть тех, кто сегодня за расширение, выступает публично за расширение стратегического сотрудничества, тогда в 2014 году перекрывали им дорогу с плакатами, значит, «Не пустим предателей Родины». Да? Это действительно означает, что ни у тех, ни у других никаких антироссийских настроений нету. Россия просто используется, или вот этот страх используется как инструмент внутриполитической борьбы. Но к чему это приводит? Почему, на мой взгляд, это плохо, и надо находить способ выходить из этого тупика? Потому что, во-первых, в результате этого большое количество решений не принимается. Вот вы задавали вопрос, все ли эффективно, да? Чтобы совсем честно, я скажу так. Да, я вижу, как целый ряд правильных, понятных решений, и мы видим, что наши партнеры с абхазской стороны разделяют. То есть нет никакого непонимания, нет никаких противоречий. То есть мы понимаем, что это надо сделать, и наши коллеги понимают, что это надо сделать. И решение откладывается. Оглядывается. Да, а причина очень простая. Потому что как только ты это начнешь делать, тебя тут же атакуют. Тут же обвинят в продаже национальных интересов. Причем, смотрите, иногда мы сами даем для этого повод. Мы Россия. Да? На мой взгляд, таким поводом было вот это крайне неудачное соглашение осенью. Да? Потому что, знаете, для меня оно не нужно никому. Честно, оно России не нужно. Я не понимаю, зачем оно нужно. Да? Потому что для того, чтобы развивать те приоритеты, о которых мы говорили, это соглашение не требуется. К сожалению, так произошло, и я понимаю, что тогда мы сами дали повод для вот этих страхов. Да? Но, с другой стороны, знаете, я задумываюсь, что за последние достаточно большое количество времени Россия таких поводов не давала. Да? А ничего не меняется. Честно говоря, атака, она ровно такая же. У меня, знаете, иногда такое грустное чувство возникает, что если завтра правительство подпишет с Россией соглашение о том, что дважды два — 4, они тоже получат упрек, в продаже национальных интересов. И это вредит Абхазии. Не России, а Абхазии, потому что очень нужные и важные решения не принимаются. Да? Смотрите, когда президент Гумба внес в марте, по-моему, или в апреле после инаугурации проект закона о том, чтобы запретить ношение огнестрельного оружия в общественных местах. Опять, как сухумчанин, но это же правильно, да? Но это же невозможно, когда у каждого человека люди имеют право отдыхать, да, они имеют право выпить, Бога ради, да, но когда он выпил чрезмерно, а у него пистолет, он может пострелять в воздух просто от радости, а может пострелять в кого-то, кто ему в этот момент не понравился. И такое у нас здесь было, да? Но о чем писали все те самые телеграм-каналы, о которых говорили? Они говорят, Россия хочет нас разоружить для того, чтобы продать Грузии. Начиная от того, что это бред, потому что в проекте закона не было разоружения, а было только ограничение. То есть дома держи все, что хочешь, да? В общественное место с собой не приноси. Или вспомните июнь месяц, когда Россия занималась электричкой, самолетами, теми самыми кометой. В это время активно обсуждалось, что Россия специально срывает туристический сезон для того, чтобы сдемпинговать цены, чтобы скупить все отели, абхазские. Помните эту картину? Да, конечно. Да? Никто ничего не купил.
Ну, хотя, насколько я понимаю, внутри Абхазии передел какой-то после этого прошел. Кто-то из абхазов чего-то купил. Но никакой России, никаких русских, никаких российских бизнесменов здесь не было даже близко. Да? Это опять было просто использование вот этого понятного страха либо в шкурных бизнес-интересах, либо в интересах политической борьбы. Но в результате этого не принимаются нужные и правильные решения. Надеюсь, меня не обидятся коллеги, но я прям вижу, как часто решения откладываются, потому что из опасения, либо из опасения атаки на конкретного чиновника, либо из опасения дестабилизации ситуации. Да? А с другой стороны, завершаю, извините, что так длинно, но просто вы такой больной вопрос затронули, да, и для вас, и для нас. А с другой стороны, это же и в России не может не восприниматься болезненно. Потому что получается, что Россия, такой, знаете, объект, который, извините, можно походя пнуть в конкурентной, конъюнктурной конкурентной борьбе. Да? Так нельзя, Россия никогда не была и никогда не будет объектом. Да? Вот это такая, мне кажется, очень серьезный вызов, серьезная проблема, с которой мы со стороны России ничего сделать сами не сможем. Да? Мы готовы быть партнерами в этом диалоге, мы понимаем, что действительно должны быть гарантии, чтобы этот страх никого не пугал, что у России нет целей поглощать Абхазию, захватывать Абхазию. Но это вопрос, который, мне кажется, что все-таки на него должны ответить сначала политические элиты в Абхазии. Вы в предыдущем вопросе сказали, там один рецепт, этот рецепт сюда тоже подходит. Диалог. Диалог и открытость этих проектов, информационное сопровождение этих проектов. Да. Когда что-то скрывается от общества, и каждый использует это уже в своих... Вы знаете, если про рецепты, что с этим делать, у меня есть два ответа. Первый ответ – уметь ставить себя на место другого. Да? Уметь ставить себя на место другого. Это очень сильно помогает. Продолжим эти проблемные вопросы. Я думаю, что вот после этого ответа и после других, после вообще нашего интервью, многие для себя снимут очень многие байки, сказки, которые эксплуатируются. И в этой части, уже не помню, сколько времени прошло, некоторые граждане Абхазии были лишены российского гражданства. Это тоже не обсужденная, не расшифрованная проблема. Она остается для абхазской общественности. Это что было, и с чем мы имеем дело, и как вы эту проблему? Понимаю, смотрите. Болезненно. Я понимаю, да, хорошо это понимаю, да, и вижу, что это есть дискуссия. Смотрите, первое. Вопрос гражданства – это всегда исключительные полномочия суверенной страны. Это очень важно. Да? Вы очень точно сформулировали вопрос, спасибо. Да? Вы сказали, граждане Абхазии лишены гражданства России. Да? Очень важно, что есть вещи в любом диалоге, которые обсуждаются вместе, которые являются предметом совместного ведения. А есть вещи, которые каждая суверенная страна решает самостоятельно. Вопрос гражданства – это вопрос исключительной суверенности. Да? Только Республика Абхазия принимает решение, кому дать гражданство Абхазии, только Республика Абхазия принимает решение, кого лишить гражданства Абхазии. Она никому ничего про это не должна объяснять. И каждый, кто скажет Абхазии, ну-ка объясни, почему ты это сделал, в некотором смысле демонстрирует неуважение к ее суверенитету. Да? Ровно такая же история с Россией. Теперь второе. Как у нас это устроено? На самом деле за последние несколько лет в России лишены гражданства более 3000 человек. Только 3 из них – это жители Абхазии. Я к тому, что это не какое-то уникальное решение, никакого эксклюзива. Да? 3000 человек, и только 3 из них жители Абхазии. Как это решение принимается? Основанием всегда является вопрос безопасности страны. Знаете, что здесь важно? Гражданство и России, и Абхазии, вообще гражданство любой страны – это не туристическая виза,
Когда ты приобретаешь гражданство России, ты не просто покупаешь или приобретаешь себе туристическую визу, позволяющую спокойно перемещаться. Это не социальная карта, которая позволяет, да? Это набор взаимных ответственностей и обязательств. Государство берет на себя ответственность за человека, человек берет на себя ответственность за государство. И эти обязательства заключаются в том числе обеспечивать безопасность своей страны и гарантированно не наносить ущерб ее безопасности. Поэтому во всех этих 3000 случаях основанием является работа Федеральной службы безопасности. И, кстати, эти решения никогда не бывают мгновенными. То есть это всегда, то есть никого не лишают гражданства за одно слово или даже за 100 слов. Это всегда не за слова, а за поступки, за дела. Второе, это всегда длинная процедура. Она может идти несколько лет, она может идти год, но это длинная процедура, потому что Федеральная служба безопасности собирает материалы. И решение всегда принимает, решение о лишении гражданства принимает только президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично. Поэтому, знаете, когда в Абхазии появляется дискуссия, ну, а мы ее, конечно, видим и слышим, мы не можем это не видеть, да, что вообще надо разобраться, кто это пролоббировал или купил, значит, это решение в России. Ну, были же такие версии, что это какие-то злые люди в Абхазии, значит, они нашли каких-то нечестных... Без участия абхазских чиновников. Нашли каких-то нечестных людей в России, значит, и, значит, там, решили этот вопрос. Знаете, в России это, вот, прошу меня понять правильно, в России это всегда будет восприниматься, ну, как минимум с удивлением, ну, в общем, как максимум с таким неодобрением, потому что, ну, для нас это будет означать, ну, как минимум недооценку степени зрелости политических решений, принимаемых в нашей стране. Ну, потому что это означает сомнение в профессионализме Федеральной службы безопасности, который вряд ли можно купить ее решение, значит, или сомнение в политической мудрости и беспристрастности президента Российской Федерации, который на основании этих материалов Федеральной службы безопасности принимает решения. Ну, согласитесь, что это, вот вы сказали, там, да, такая версия может звучать для меня оскорбительно. Да? Вот, вы знаете, для России такой взгляд звучит как минимум неуважительно, а как максимум оскорбительно. Да? Почему это происходит, я понимаю. То есть главный ответ такой: подобного рода решения принимаются исключительно соответствующими органами власти Российской Федерации и принимаются на основании только вопросов безопасности России и не за слова, а за дела. Почему эти решения, наверное, вот в эти годы последние их стало больше? У нас война идет. Я думаю, что абхазы нас поймут лучше, чем кто-либо другой. Вот пережили тяжелейшую войну. В условиях войны, знаете, какие-то вещи, которые в условиях мирного времени могут счесться, да, ну так, да, можно посмотреть сквозь пальцы. В условиях войны нельзя. У нас идет война, в том числе и информационная, да, и она жесткая. И поэтому мы не можем допускать компромиссов в вопросах, которые связаны с рисками для безопасности нашей страны. Следующий вопрос касается инцидента, произошедшего 5 ноября. Скандал с сотрудниками предвыборных штабов, да, из России. Как вы относитесь к их работе на территории Абхазии? И хочется спросить, у вас на территории России будет ли ответные действия по данному инциденту? Понятно. Ну, к сожалению, я вынужден был погрузиться в эту историю, значит, хотя в этом было мало приятного. Ну, смотрите, первое. Я считаю, что нет и не может быть проблемы в самом факте работы российских специалистов на территории Абхазии. Так же, как нет и не может быть проблемы в самом факте работы абхазских специалистов на территории России. Вопрос, как они работают и что они делают. По отношению к этим конкретным политтехнологам, я считаю, что они бесспорно нарушили законодательство Абхазии. Не вызывает ни секунды сомнений. Очень жаль, но это так. Значит, при этом нарушили, на мой взгляд, не только законодательство, но и морально-этические нормы, и нормы гостеприимства. Знаете, такая вещь, ну, когда ты в гостях, не надо путать, что можно хозяину, то нельзя гостю. И в этом смысле, будучи
при всех законах кавказского гостеприимства, да, они налагают ограничения не только на хозяина, но и на гостей. Вот, к сожалению, эти россияне этого не понимали. И поэтому, на мой взгляд, раз они нарушили закон, знаете, есть вещи, которые требуют обсуждения, мы об этом говорили, дискуссии, обсуждения, а есть вещи, по которым нельзя торговаться. Вот, мы не можем дискутировать и торговаться о вопросах безопасности для России в условиях военного времени. Мы не можем ни с кем торговаться и дискутировать по поводу того, выполнять закон или не выполнять закон. Это невозможно. Тогда не будет никакого государства, да? Потому что тогда мы сами не уважаем законы своего государства, а если мы не уважаем, кто их будет уважать? Поэтому ответ здесь совершенно очевидный. Они, к сожалению, нарушили законы Абхазии, и они нарушили морально-этические нормы пребывания гостей в Абхазии. Поэтому я считаю, что меру их ответственности за нарушение закона должно определить следствие и суд, и они должны понести это наказание. А с точки зрения нарушения морально-этических норм, я согласен с выводом, который сделал президент Абхазии, о том, что эти россияне нежелательны впредь на территории Абхазии. Считаю, что это справедливо. С другой стороны, при всех их нарушениях это не может давать основания для физической расправы и самосуда. Да? Ну, потому что то, что их на протяжении часа избивали, значит, этому не может быть никаких оправданий. Это граждане Российской Федерации. Россия всегда будет защищать своих граждан. Поэтому любой человек, который поднимет руку и применит насилие по отношению к гражданам Российской Федерации, будет нести ответственность по российскому законодательству. И думаю, что поскольку в Абхазии абсолютное большинство граждан Российской Федерации, это для жителей Абхазии не менее важно, потому что мы будем защищать так любого гражданина Российской Федерации. Поэтому абсолютно понятно, почему правоохранительные органы России среагировали и немедленно возбудили уголовное дело. У них тоже нет предмета дискуссии и обсуждения. Да, они не имеют права действовать никак иначе. Поэтому здесь тоже меру ответственности должно определить следствие и суд. И я не вижу здесь пространства для компромиссов, дискуссий ни в первом вопросе, ни во втором вопросе. Ну, так или иначе, конфликтные, да, ситуации бывают. На ваш взгляд, как сделать так, чтобы эти вот ситуации, конфликтные, да, моменты не отражались бы на отношениях между Россией и Абхазией? Мне кажется, что есть два правила. Да, два правила. Если нам всем научиться, это трудно, но если нам всем научиться им следовать, то мы сможем таких ситуаций избегать, потому что вот что важно, мне кажется, надо понимать, что поводов для таких ситуаций у нас, к сожалению, будет больше. Чем более активно мы сотрудничаем, тем больше россиян приезжает в Абхазию, тем больше граждан Абхазии приезжает в Россию, тем больше у них рабочих контактов и взаимодействия. И поскольку все живые люди, поводов будет возникать больше. И мы должны научиться к ним правильно относиться. А вот два правила, которые, мне кажется, могут работать. Первое правило – уметь ставить себя на место другого. Ну, вот знаете, для того, чтобы правильно оценить, почему в Абхазии так среагировали на действия этих российских политтехнологов, мне достаточно представить обратную ситуацию, что несколько абхазских специалистов приезжают в Россию, нарушают закон, нарушают морально-этические нормы. Как бы мы к этому отнеслись? Плохо отнеслись. Ну, честно, плохо отнеслись. Да? И у меня никаких вопросов. Ну, и понятно, что я первый бы сказал, что наши правоохранительные органы должны предпринять соответствующие меры. И, наверное, я первый бы сказал, что мы не хотим больше видеть этих граждан на территории Российской Федерации. Поэтому я и только что ответил вам, что считаю справедливым позицию руководства Абхазии по этому поводу. С другой стороны, давайте наоборот. Это всегда зеркальная должна быть история. Давайте себе представим, что любой абхаз, который приехал в Россию, нарушил законодательство и правила морально-этического поведения. Например, в пьяном виде на машине, значит, совершил нарушение дорожного движения, а потом отматерил инспектора ГАИ. Ну, такое же бывает. И, к сожалению, нередко. Да? Значит ли это, что после этого его можно избивать безнаказанно?
Ну, или давайте усугублю, уж простите, да, давайте хорошо, усугублю, да, что можно избивать, но не всем, а только депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Как к этому отнесутся в Абхазии? Мне кажется, плохо отнесутся. Да? Вот как только мы научимся ставить себя на место, только по-честному, да, для самих себя, ставить себя, все вопросы исчезают. Да? Ну, просто если по совести, то они просто сразу исчезают. А второе правило, оно про то, что нам надо научиться не переносить и не масштабировать ошибки, глупость или даже преступления одного человека на весь народ и на всю страну. Ну смотрите, неосторожно, я, кстати, считаю, что это не злостность была, а там неосторожные слова одной абхазской чиновницы, которая в июне сказала, что Абхазии не нужны русские туристы, кушающие доширак. Да? Я думаю, что она просто, извините, ляпнула по неосторожности. Да? Значит, но из этого же не надо делать выводы, значит, что так к российским туристам относится вся Абхазия. Но это же глупость. Да? Ну и точно так же из пьяного русского туриста, который в шортах вышел за территорию пляжа, получил замечание от местных, что у нас так не принято, и ответил на это хамством, не надо делать вывод, что все русские туристы такие. Вот если мы сумеем, меня здесь очень беспокоит то, что поводов будет больше. И если каждый такой повод используется для того, чтобы лишний раз сказать, вот видите, мы же вам говорили, вот видели, какие они, а заинтересованные найдутся. И с той, и с другой стороны. Мы обсуждали, почему такие заинтересованные могут возникать в Абхазии по коммерческим интересам и по политическим. Я сам предложил, что давайте все время с двух сторон смотреть. Да? Но в России же так же. Эти 200, то есть у нас получается по статистике на 260 тысяч туристов в этом году приехало в Абхазию отдыхать больше, чем в прошлом, по данным Минтуризма Абхазии. Да? Они же в прошлом году куда-то ездили в другое место. Эти 260 тысяч не досчитались какие-то другие отели, да, новые люди, какие-то другие туристические фирмы. Думаете, они рады этому? Нет, поэтому мы с регулярностью отлавливаем, какие-то, размещения, уже в российском телеграме по поводу того, как плохо российским туристам в Абхазии, как их тут не любят, как их тут не уважают и обижают, да? Поэтому вот если научиться ставить себя на место друг друга и категорически не переносить глупость или даже подлость конкретного человека на весь народ и тем более на всю страну. Сергей Владиленович, вот мне интересно, как журналисту, не то что как журналисту, вам Республика Абхазия не чужая республика, вы родились здесь. Есть в Сухуми любимые места и люди, о которых вы чаще всего вспоминаете? Люди — это, конечно, родные, близкие, друзья детства, а места... у меня до сих пор самое любимое место. Я вчера с особым чувством зашел, я не знал, где будет фестиваль Фейхоа, и когда понял, что он примыкает к Пятачку, у меня самое любимое место всегда был Пятачок, потому что мы там с дедом все время гуляли, и он рассказывал, что, собственно, там я делал первые шаги. Вот он меня туда водил, что меня родители на лето где-то до 2 класса я здесь учился, а потом меня все равно на лето каждый год отдавали к бабушке с дедушкой, поэтому, собственно, занимался мной дед в основном, да, он меня всегда водил, почему именно на Пятачок, не знаю, но вот у меня вот это ощущение... Рядом. Во-первых, рядом, да, у меня вот это ощущение, эвкалипты и сейчас кажутся гигантскими, а мне тогда такому они казались просто невероятными деревьями. Что еще такое Абхазия? Для меня Абхазия в первую очередь запахи. В Абхазии совершенно другие запахи. Запах эвкалипта, море по-другому пахнет, не знаю, в нем больше запаха йода. В Сочи нет такого запаха йода, в Крыму нет такого запаха йода, море по-другому пахнет. Запах кофе. Я помню, с этого же Пятачка дед водил меня на Брехаловку, сначала мне кофе пить не давали, но давали понюхать, поэтому потом давали попробовать сладкий, вкус лодочки в нарте, потому что бабушка у меня там работала буфетчицей, и я, в общем-то, значительную часть времени проводил в буфете нарты, а меня подкармливали там, лодочкой, сотрудники.
Ну, наверное, знаете, из воспоминаний детства, когда тебя впервые допускают к взрослому столу, это вот такое удивление абхазским тостом как произведением искусства, да? Значит, ну, когда это произносит настоящий мастер, да, ты понимаешь, что это... Я, наверное, впервые понял, что такое искусство слова. Да? Ну, вот так, наверное. Хорошо, что у нас есть вот эта сухумская ваша история, чтобы после этих перечисленных проблем перейти и поговорить на о более приятных. приятные эмоции, да? Да. Это правда. Я вот честно вам признаюсь, ну, культ родового дома для каждого, ну, вообще для каждого человека это святая какая-то вещь, неописуемое чувство. И на Кавказе, может быть, еще больше. Я когда узнал о вашем решении родительский дом построить и передать это государственному ансамблю народных инструментов, я думаю, что и зрители, и вы меня правильно поймете, вот мое личное отношение к вам в разы выросло. Это что-то, это какие-то другие качества. Мы сейчас говорили о наших земляках, которые не могут принять решение принять участие на Сухумской набережной. А у вас вот такой поступок. Ну, во-первых, спасибо. Здесь есть еще у меня еще личная как бы история. Вот этот оркестр народных инструментов за неполных там 15 лет, а он зародился в Хапах, в моем родном селе, с участием моего брата. И вот прекрасно эта семья Руха. Здесь и студент оказался вовремя в этом Краснодарском училище культуры или институте культуры, и папа, и семья вся в традициях национальных. И вот они за 15 лет стали государственным ансамблем, и вы им сделали такой шикарный подарок. Вот как это такое решение принимается? Ну, знаете, я просто каждый раз проезжая, когда бывал в Сухуми, в последнее время чаще, проезжая мимо дома деда, который вот здесь напротив, кстати, для меня и вот то место, где мы с вами сидим, оно тоже совсем не случайно, потому что там дом деда, и там вырос мой отец, и там вырос я. А вот в этом доме выросла моя мама. Значит, вот прямо в этом доме, где сегодня картинная галерея. Здесь были коммунальные квартиры, у нее была семья поскромнее, поэтому... А лестница была со двора. Да, лестница была со Я двора. там снимал репортаж, когда вас назначили премьер-министром. Ну, вот, да. Это вот тоже такой дом, где мои, двор, где мои родители познакомились, собственно, будучи еще маленькими детьми. Да? И дом деда, я каждый раз проезжая или проходя мимо него, ну, знаете, так тяжко на сердце было, что его нет и стоит одна стена. И я давно ходил с мыслью о том, что надо мне его восстановить. Но останавливало меня одной. Я себе представлял, что дальше в самом центре Сухума, вот прям в самом таком, да, золотом месте Сухума будет стоять дом, принадлежащий госчиновнику из России. Это первое. А второе, это будет дом, который там 11,5 месяцев в году будет закрыт на ключ. Нет, это неправильно. Это неправильно. И я решение нашел, когда нас в КОАП пригласили на ужин. И я зашел в этот сарай, значит, сарай, да, что там. Да, вот мастерская, где у него... Да. И я увидел совершенно удивительных людей, которые в сарае создают уникальные абхазские музыкальные инструменты, и которые там же еще и репетируют, да, этот оркестр. И вот у меня тогда все стало на свои места, да, потому что этот дом не должен принадлежать конкретному человеку, и не должен, тем более он не должен принадлежать российскому чиновнику. Это неправильно. А второе, знаете, из моих воспоминаний детства, он же был очень шумный, дружный, значит, у нас квартира деда была встык с квартирой от Джинджала, значит, дверь там не закрывалась никогда, поэтому жили мы, значит, вот этим, дети-то, по крайней мере, мы пробегали через весь этот, значит, дом, поэтому, знаете, мне кажется, будет очень здорово, если этот дом будет наполнен людьми, если так же, как и в моем детстве, в нем будет звучать
детский смех, и А будут там позже радостные был детские улыбки. детский журнал «Амцев» Да. и бухгалтерия редакции. Сюда я бегал Да. гонорары получать. Да, именно так. Да. Ну, вот как-то так. Это был Дарадзе. Большое вам спасибо за вот формат нашей встречи, за присутствие, мое личное присутствие здесь, телеканала «База», потому что за последнее время многие накручивали какую-то ситуацию. То есть для меня вот наша сегодняшняя встреча и наша сегодняшняя вот беседа, интервью, это тоже вот сигнал всему нашему обществу. Вот, это только в диалоге, только информируя, открываясь, мы можем решать все наши проблемы. Большое вам спасибо. Спасибо большое за предоставленную возможность. На самом деле в моем бэкграунде будет один из самых таких интересных дней. Спасибо вам. И я ГТРК за предоставленную возможность Спасибо. присутствовать И- и- здесь. Спасибо.